дуруд бинандаҳои азизу арҷманд мухлисони футбол. Мо силсилаи суҳбатҳои худро атрофи анҷоми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол, аниқтараш фаъолияти дастаҳои лигаи олӣ идома медиҳем ва ин шом як суҳбате дорем бо сармураббии дастаи ҳосилоти Фархор Зайниддин Раҳимов. Хуш омадед. Мо воқеан хеле аз шумо миннатдор ҳастем ки ҳар вақте ки барномаи футболи тоҷик шуморо даъват мекунад, шумо ин даъвати моро мепазиред ва ба телевизион ҳозир мешавед барои як суҳбат, албатта барои шумо изҳори сипос. Хуб, биед натиҷагирӣ кунем. Хуб, то куҷо тавонистед ки ҳадафҳои дар пеш истодаро амалӣ кунед ё на? Как сказать, мы когда еще встречались, когда разговаривали, разговор, то, что команда Хасилот, состав, то, что подбирал не я, состав подбирал другой тренер. Как вы знаете, Суфони, иранский тренер был. Поэтому задача как? Задача была, во-первых, не уронить команду. Потому что когда я принимал, она была на 11 месте. Поэтому, и знаете, такая борьба в высшей лиге, то, что вот, сейчас, а тут наши соперники, стоящие перед нами, например, мы надеялись на Исхату. Исхата молодец, хорошо тоже сыграл, например, на чемпионате. И никак не удалось ее обойти. То же самое Бархчи. Вот думаю, сейчас мы их обойдем, сейчас обойдем. Мы выиграем, они выиграем. Мы проиграем, они выиграют. Так получается, что вот мы укрепились на этом 9 месте, вот и там и остались. Вот взяли 9 место, это нормально, вот, понимаете. Была даже вот такая ситуация, что можно было бы, если, например, команда из Саравшан все обыграли, они бы обошли нас. И то же самое, тоже Холбук, если даже нас обыграй, они обошли, мы бы оказались в этой опасной зоне. Ну, так сложилось, что мы... В начале сезона вы проиграли, а потом 2 ничьи с Истиклолом и с Вахшем. Это до меня. Это до вас, до да, меня, я имею в виду, да, это да. до вас. Да. А после, как вы приняли команду, вы какие-то изменения внесли? Да, в составе поменял. Я узнал, что в составе некоторые игроки, которые вот эти играете, сидели в замене, но смотря на тренировку, я посмотрел, что они лучшие. Вот тоже Сонг, я знал, что он сидел в запасе, а кому не сидел в запасе. Например, это легионеры. Но я в основном ставку делал на легионеров. Почему? Потому что работая вот, на поле, видно, что они очень много выкладываются. Отдают себя? Да, отдаются, они более отдаются, понимаете. Вот. Поэтому я на них ставку сделал. Ну а потом как? Вот то же самое, например, наши местные игроки, таджики. Они потом, у них злость, в конце у них развивается злость, понимаете? В конце чемпионата да, или в конце чемпионата, например. И то же самое, например, они были в какой-то команде, играя с какой-то командой, начинают просить меня, тренер, меня заведите, я вот сейчас, я там, мол, там, что там, зачем мстить? Тебе не надо мстить, надо играть, надо тренироваться, показывать себя. Пожалуйста. Была какая-то нервозность. Вот проиграли, выиграли, ничего сыграли, вот не было стабильности. Да. Это вот, от чего? Тоже заметил. Ну, не знаю, вы понимаете, подбирать состав не так уж легко, найти основу. Поэтому у каждого тренера своя там методика как. Я вот насчет своей хочу сказать тоже. Вот в Силоте, понимаете, некоторые игроки не терпят до конца. Да, вот то, что чемпионат, он большой. Я даже вот сейчас заканчивал своего чемпионата, даже у меня последняя игра осталась, вот 30-й с Сихловым. 14 игроков всего. Я знаю, что вот сидят программа, которая 90 минут, там обсуждают, что почему не заводим местных игроков. А вы сперва нас спросите, есть ли они или нет, эти местные игроки. Вот и спрашиваем, есть вот, или нет? Есть или нет. У меня всего 14 игроков, понимаете. То травма, то это, то... Да, 2 не вытерпели, не выдержали, ушли после первого круга. А кого заводить? В смысле не терпели, ушли? Это ну, например, тренировки такие напряженные? Не. Ну что, когда я принял команду, я поменял состав, ставил легионер, я как сказал, я ставку на легионеров делал, место я чуть посадил. Почему? Потому что по работе. Конкуренцию не выдержал. Естественно, конкуренции нет, понимаете, вот поэтому. Даже если у меня вот было сейчас до конца 22 игрока, если было бы, у меня, которые игроки сейчас играют, я не буду назвать их фамилии, они могли тоже сесть, местные игроки. Тоже я бы менял, понимаете. То, что философия, которую вот каждый тренер делает, я не знаю, каждый, я за себя хочу ответить. Если он не вписывается в мою философию, извини, да. Ты не будешь играть. А то, что вот 14 игроков, я уже вынужден ставить, хоть кто бы он ни был. У вас был шанс, да, в летнее трансферное окно подбирать Да, других был, игроков? но это тяжело, понимаете. Не каждый тренер отдаст своего игрока.
Не каждый. У меня, я то, что вот Хотам, да, он сам ушел, я Азизбек. Они сами ушли. Они попросили меня, начальника, можем, ну, пожалуйста, найдите варианты, идите. Я не был. Ну, были варианты, которые должны были к нам перейти. Ну, после перехода у них контракт на год же, понимаете? Да, да. Не смогли мы их привлечь к себе. Как Ну, сбалансировать знаете, все это это? такая система большая. Вот у нас, знаете как, каждый, вот возьмем даже тренера, подписывают контракт на год. Мгм. Вот за год что мы можем сделать? За год мы ничего не сможем сделать. А почему вы вот подписываете именно на год контракт? Так вам предлагают или? Ну, как это, знаете, это очень большие-большие секреты, понимаете, там с каждым руководством разговаривать, понимаете, тоже, как можно сказать, нестабильность. Не будем называть некоторые команды, например, там, ну, заработная плата, премиальные, Мгм. понимаете. Нестабильность в бюджете, да? Да, ну или в бюджете, или как, я не знаю, я туда не лезу, я не знаю, что, как. Мгм. Есть такие вот, и вот не выдерживают некоторые тренера, некоторые, вот вы видите, из-за чего вот уходят после третьего поражения. Например, начинает работать в январе месяце, чемпионат начинается, например, в апреле. Вот представьте, 4 месяца он не получает зарплату. Как там сидеть? Что там делать? Уже тренер, не знаю, можно это мотивация, он уже не выдерживает. Проиграв 3 игры, 2 игры, он лишь бы быстрее отсюда уйти. Вот такие есть варианты. Мгм. Вариантов очень много. Они сами уходят. Может быть, да, может быть. Я честно не знаю. Или но их отправляют? в моей практике этого не было пока. Где бы я не тренировал команду, сколько, у меня стабильно. Мгм. Заработная плата. Там, я имею в виду, например, вот один из пунктов вашего вопроса. Да. Вот это я хотел сказать. Вы знаете, Зайдин, вот вы всегда говорите о подборе игроков. Вот кто подбирает для вас игроков? Вот я понимаю, что в профессиональных клубах есть там спортивный директор, там технический директор, есть организация, все, карт-бланш дается, например, где-то там самому тренеру. У вас как? У меня как? Вот как вы сейчас заметили, правильно, да, то, что, например, руководство есть, руководство, они очень много беспокоятся о своих командах. Мгм. Они, например, как это, ведут переговоры с некоторыми игроками, ведут. Потом, как говорится, они не настаивают, они просто предлагают. Мгм. Например, вот будучи со мной, настаивать не могут. Они просто предлагают, например, вот есть такой-то, вот такой клуб, вот он переходит, хочет перейти к нам. Я смотрю, думаю, например, как я главный тренер, думаю, нужен он нам или нет. Это насчет местных легионеров, я не знаю, почему легионеров я, например, не вижу. Насчет местных, да, вот, тоже не буду называть фамилии, почему не то. Мгм. Очень много хотела перейти в Пархар, на село. Ну, судя, не знаю, как СМ, их после первого круга их не отпустили. Поэтому есть штаб, есть помощники тренеров, есть каждый, понимаете, каждый советует. Советует, например, да, вот тот игрок такой, тот игрок. Ну, мы как главные тренера, мы делаем свои выводы, нужен или нет. Понимаете, есть, например, возьмем до игрока, уже пора заканчивать футбол, но есть опыт, Мгм. понимаете. Пока молодой игрок освоится, мы же не можем сразу, например, молодого поставить в основной состав. Да. Понимаете? Вагон Да. сразу. Ну, и вот, например, если нам предлагают опытного игрока, да, ну, можем, посмотрим, да, можем, каждый тренер, опять говорю, повторюсь, у каждого тренера своя, например, там задача. Может его в начале запустить, может его в конце запустить. Ну, опыт есть опыт, его, Конечно. он всегда может помочь. Конечно. Вот в Госелоте вот этот процесс просмотра игроков в начале сезона, еще до начала сезона, как проходит вообще это? Кто их смотрит, кто их подбирает, кто их... Ну, не знаю, легионеров я не знаю, кто приглашал, но то, что я когда принял команду, подбор был хороший. Мгм. Ребята хорошие, классные ребята были. Все. Вот я еще раз повторюсь, то, что ребята, которые ушли с первого круга, они просто сделали большую ошибку. Почему? Потому что футбол, знаете, 2 круга играет, не каждый выдержит. Есть физически ломаются, есть морально так ломаются игроки. Вот много травм. Игроки, которые ушли, например, вот можно сказать, мы в них тоже нуждались. Например, до конца, например, там, ну, можно сказать, 5-6 игр. Они могли спокойно могли в основе играть. Ну, не выдержали, понимаете? А то, что, как вы сказали, кого, что, как, то, что команда, когда я ее принял, подбор был хороший. Ребята, ну, как-то не так уж на уровень, но можно было некоторых, вот я назову Фарину Шарипова и Слова Зуирова, можно было Зуирова. приглашать в сборную национальную. Да, Можно. да. Я не знаю, почему их не замечают, почему их не видят. Одного Далера, ну, Далер, да, молодец, он... Далер очень молодец, все-таки вы воспитывали Да, игрока, конечно, да. голкипера сборной Да, Таджикистана. да. Поэтому я говорю, подбор был хороший, команда была, ну, как сказать, то, что не было конкуренции, вот за счет этого чуть-чуть был спад. Знаете? Есть большое отличие, вот большая разница, когда один тренер
работает долго с одной командой, и есть вот отличие вот вашего примера, например, половина сезона, потом приходишь в команду, надо адаптироваться, вот, знакомиться с командой, с ребятами. Вот, это тоже долгий процесс. Ну, это, конечно, вот долгий такой. процесс, конечно. Ну, когда, например, принимаю команду, вот, как вы сказали, заметили, после 4-5 тура я говорю, принял. Да, да. Я просмотрел их игры, когда меня приглашали, я просмотрел их, смотрел, как они играют, тоже с Вахшем, тоже с Стеклом, пожалуйста. Это не просто так в первом круге начать с такими, с Да, грандами, да. Вахша и Стекло сыграть ничью, пожалуйста. Поэтому я просмотрел, что, как, чуть-чуть порабатывать, да, ребята понятли, поработали, подсказал, где-то надо вот так, где перестоять, с какой командой как играть. Так и пошло, если вы помните, я первую игру сразу сыграл с Паншером, мы их обыграли, поехали, из Хатим проиграли, принимали Хаджин, Хаджин обыграли. Да, 3-0 есть. Да, 3-0. Вот. И пошел, вот так процесс пошел, так потихоньку. Как-то было через раз. Игру выиграем, игру проигрываем. Две выиграем, одну проигрываем. Вот так. Я и про нервозно сказал. Вот, Да, вот. Вот поэтому, и вот в этом я тоже проверял, где, как, кого, как ставить, понимаете? Как вот в таких ситуациях, как нивелировать все это? Понимаете, есть система. Вот ставим систему, например, вот я в своей системе играл 4-3-3. Понимаете? Мгм. Не поняли. Не поняли. Почему? Потому что он там, это тоже долго рассказывать. Я потом перестроил уже в 5-3-2, чтобы было два нападающих. Мгм. С Равшаном так играли, да, Да, потом? с Равшаном если я так не играли. ошибусь? Почему? Потому что Рудольф, который у меня играл, два вингера, которые Комоди и Сон, которые подключаются, они неправильно играли. Они стоят на фланге, но не подключаются, чтобы помочь. Понимаете? А когда поставил два, уже рефлекс чуть-чуть пошел уже. Два нападающих, они уже начали помогать друг другу. Понимаете, это тоже систему строить одним годом ее не сделаешь. Да. Одним годом. Поэтому тяжело. Ну, то, что я хочу сказать, что ребята грамотные были, понятливые, они исполняли. Пытались исполнять, что-то получалось. Я вот, когда смотрю вот, игры наших команд, вот особенно вот замечаю, когда как играют латерали, как играют вингера наши, вот, честно говоря, вот, они вот понимают свою функцию вот, до конца, что, например, где там должен играть латерали от защиты, или, например, там вингер, чтобы там пошел атаку помог. Ну, не совсем, я же вот сказал, то, что когда я стоял 4-3-3, два вингера, они должны помогать. Да, должны Да, помогать. и должны перестроить эти. Есть крайние вингеры, есть центральные полузащитники. Ну, вот они должны перестраиваться, понимаете, ну, это тяжело. Это, опять же, я скажу, это физика. Для нашего товарищеского футбола это очень тяжело. Да, у нас сейчас пока, как сказать, игры, которые так. Ну, это же, бей вперед, так уже ворота, понимаете? это же букварь футбола, это же Ну, должны все тяжело, знать, да. тяжело, понимаете, это, знаете, так, это, ну, физическое у нас не выдержит команда так играть, как вот сейчас мы хотим с них требовать, Мгм. понимаете? Даже принимая нормативы, игроки не укладываются. Да, Это тяжело, тяжеловато, понимаете? конечно, Конечно, в тяжело. таких Почему случаях. мы выезжаем куда-то, мы проигрываем, так тяжело? Ну, физика, физическая работа. Опять, если мы будем сейчас говорить, разбирать, это, знаете, это очень долгий процесс. Начинать сначала, как начинать физическое, чтобы это питание, это все опять, вот это все. Очень много товарищеских матчей, с такими играми надо играть, выезжать больше. У нас же такого мало. У нас вот только в том году начали выезжать, как я заметил, ЦСКА выезжала в Да. Узбекистан, Рига выезжал на Да. Узбекистан. Худжан. Это мало, понимаете? Опять Да, тоже да. бюджет. Да, я понимаю, конечно. Но все же тренерский штаб, конечно, после каждой игры вот разбирает все это по детали, по полочкам, расставляет и Анализ игры. объясняет. Ну, я думаю, все это, ну, как воспринимают игроки, это совсем другая сторона медали, как говорится. Ну, как сказать, вот когда выигрывает, команда выигрывает, все головы понятны, все улыбаются, все нормально. Как проект, все голову наклоняют, все себя виновными считают, понимаете? Ну, что не говорит, что не говорит, какая-то до лампочки. Хотя бы этого делают они. Да, вот это, понимаете? Ну да, хоть голову опускают, что проиграли игру. Мгм. Ну, максимально 2 дня, потом опять балансируемся, все выстраиваемся, чтобы готовимся на следующую игру, чтобы, почему-то, когда игра проиграна, это уже в историю. Да. Забываем, настраиваемся на другую игру. В этом сезоне мы начали немножко рано, в марте начались все игры, чемпионат начался в марте, хотя многие вот придерживались мнения, что мы должны начать в апреле. Потому Чемпионат. Что, чемпионат, да, потому что Газоны поля, слабые, газоны, да. это самый, и пару матчей, по-моему, да, вы
играли здесь, в Душанбе. Первые игры? Первые игры. Ну, Я вас не не помню. было там, Да, да? я не помню. Но все же. Но это потом вы в Фархоре играли, да? Вот это как-то сказывалось? Вот? Конечно, сказал, вы понимаете, когда играешь у себя на поле, у себя дома играем, мы сыграли только во втором круге. Да, во втором круге. втором круге Да. это первый- Точнее, во втором круге вы Первая начали, игра у да. нас это была с Хатой, по-моему. Первая игра? Да, по-моему, с Хатой была первая игра. Это когда вы были или да, вообще? Да, когда я был, вот второй Ага, круг. Да. Первый круг мы не играем, мы играем только на дома. Мы играем Первая только в игра у Душанбе. вас с ЦСКА был. Первая игра. Я имею в виду первая игра. Вас не было, там Супони был. Ага. Это в первом круге? Да, в первом круге, да, ну, в первом круге. может. Я имею в виду во втором, когда я уже Да, пришел. да. Во Первый. втором круге. Понимаете, когда играешь дома, это совсем другое. Я еще вот не хочу кого-то обидеть, например, некоторые клубы, да, понимаете, что вот именно районные команды Мгм. за пределы столицы, Периферия. да, они собирают большую массу болельщиков, понимаете? Да. Возьми Худжан, возьми Гулябский Равшан, тоже Хосило, тоже Вахш, понимаете? Это массу такую собирает. Это и приятно самому. Посилет и старался. Да, вот такие команды. Кого я забыл, я извиняюсь, который ко мне кто забыл. Это большую массу собирает. Понимаете, какой придает, дух придает Да, конечно. для хозяев поля. Понимаете? Ну, сейчас вам как сказать, сейчас футбол одинаковый. Что дома играешь, что-то на выезде. Вот, баланс зависит от судейского. Вот, типа так, можно сказать. Уже, как говорится, судьи разные. Вот когда мы играли, наши года, ну, 90-е годы, совсем другое было. Сейчас судьи неприкосновенные лица, понимаете? Раньше другое, Я сейчас хотел другое. задать этот вопрос, но коли уж вы Я поэтому коснулись этого. потому что я хочу сказать то, что сейчас разница, где ты играешь, дома или в гостях. Понимаете? Понятно. У вас сильные вот претензии к судьям нашим? Очень много претензий, очень много. И Какие? то, что, да, на разные, понимаете. И, ну, вот возьмем даже игру, с кем возьмем? Вот мы играли ВАР не мог определить гол в наши ворота. В смысле? Ну, понимаете, я когда общался, не буду тоже назвать этих судей, то, что мы не смогли заметить, и было на усмотрение судьи. Судья засчитал гол. Ну, как так? Когда наш вратарь берет мяч на линии, все видим, ну, мы уже ничего не можем доказать уже. Хотя пиши протезы, хотя не пиши протезы, мы ничью сыграли. Мгм. С другой стороны, мы технически все это не можем обеспечить. Да? Конечно, не Вот, можем, вот, конечно. когда вот пересекается, не пересекается, вот это большой вопрос, да? Вот будет гол, когда вот мяч полностью пересекается, да? Вот эта Пересекается, да. проекция Значит, да. полностью. Вот. В техническом плане мы тоже вот не сможем этого все делать, поэтому не знаю, это Тяжело, ВАР это виноват, судьи виноваты или тяжело. Ну, понимаете, техника виновата тут. Это тем более это дома. Мы ничью сыграли, 2-2 мы сыграли. Мгм. 2-2 сыграли, и вот, понимаете, что сказать, как вот раньше было как, дома играешь, чуть-чуть симпатия должна была хозяин подавать. Никакой Мгм. симпатии. Гол, все, засчитали, взяли на судейство. Понимаете? Футбол меняется, да? Футбол меняется, все меняется, сейчас все меняется. Философия Да, меняется, понимаете. подход Поэтому меняется. очень тяжело сейчас, я поэтому не знаешь, дома играешь или на выезде. Да, дома тоже играешь, когда видишь массу болельщиков. Мгм. Когда кричат, например, Хасилот, ну где там играл, Хасилот, кричишь, знаешь, что дома играешь. Мгм. На выезде чуть поменьше болельщиков. Есть еще такие фанаты, которые выезжают в пределах 40-50 болельщиков, выезжают, кричат. Понимаете? В общем, вы сильно страдали, да, от судейских решений? Да, сильно. Это не первая игра. У меня и, в общем, 2-3 игры было такое, что и красную карточку получал. Потому что когда эмоции, когда выскажешь свои, выплескиваешь, все говоришь, с тобой даже не разговаривают, тебя даже сюда приходят, показывают, на, иди отдыхай, все, идешь. А у отдыхаешь. вас это часто случается, да? Нет, это первый раз. Почему? Потому что Не, просто не красную карточку я имею в виду, а что там... эмоции. Ну, эмоции. Я, эмоции, знаете, я вот, не знаю, меня кто знает, я такой человек, я люблю правду. Вот то, что есть, то, что я вижу, вот это говорю. Мне не надо. Я даже когда вот сам игроком был, судьи ко мне подходили, например, вот так вот, я говорю, слушайте, если вы, ну, вы, вот знаете, вот эти регионы как-то команды не хотели туда ездить, например, в Пархар, Куляб, Васе, понимаете, в эти регионы не хотели. Почему? В 90-е годы было очень тяжело там. Я вот Да, просто да. говорил судьям, суди то, что есть. Есть красное, дай красную. Есть желтое, дай желтую. Понимаете? Но они сами не давали, извините, не мы виноваты, они сами виноваты. То, что вот, поэтому вот, во время игр, когда мы играем, ну я вижу, что ну не то. Вот, почему-то они считают себя умнее, чем тренера. Мгм. Но почему так? Игроки, мы были игроками.
Вы не были игроками, мы были. Мы знаем, где, как, куда. Да, сейчас правила меняются. Вот я вот никак не могу понять, когда давать, вот, чтобы давали Хосилоду пенальти. Я не знаю. Рука попадает, руки нету. Бьют с ног, шибают, пенальти нету. Бьют, по вратарям бьют, пенальти. А когда эти пенальти, когда их назначают, я вот это не могу понять. Когда их назначают? Я тренер, я бывший игрок, я знаю, что если бьют с ног, шибают, это пенальти. По руке попал, рука чуть не ломается, я знаю, что это пенальти. Меняет направление, я знаю, что это пенальти. Говори судье, на тебе красный, судья отдыхай. Нет, там же вары вообще трактуются Не, по-разному. такие игры, знаете, что ни вара, ни телевидения нету. Мы где играли, вот. Ну, вот поэтому я говорю то, что когда мы были игроками, мы знаем, что нас били, нас была рука. Ну, чуть-чуть мы понимаем тоже. Сейчас, ну, судьи, понимаете, они обучаются, где-то учатся. Я вот недавно общался с самим главным, с Рустамом Абдуллаевым. Ну, мне начали говорить, что вот так вот. Ну, я понимаю, да, тяжело, всех не поймешь. Но то, что на поле творится, это вообще другое. Вот как я сейчас сказал, что вара нету, телевидения нету, ничего нету. Просто ему объясняешь, он тебя не слушает. Он себя ставит умнее тренера. Ну почему? Ну ты хотя бы выслушай, что мы тебе говорим. Если на наших глазах игрока, извините меня, вот так выражу, срубают, боковой стоит не фиксирует. А что еще сказать? Спасибо, что сказать. Естественно, выходит с эмоциями на все, ты что делаешь. Он тебя убеждает, что нет, знаешь, он не так, да, не так попал, или там, не знаю, как-то свое что-то хочет сказать. Ну, поэтому, понимаете, очень тяжело сейчас. Вот я думаю, еще лет 3-4, даже 5 мы будем сталкиваться с этим. Потом все нормализуется. Почему? Потому что вот каждый день новая трактовка вара. Да. Не то, что в нашем чемпионате, в Европе, Везде, да, в Африке, в Америке, везде вот новые трактовки, новые правила. Вот даже сами профессиональные судьи не знают, как трактуется вот один момент, как трактуется другой момент. Но все же, вы довольны вот 9 местом? Ну, как сказать довольны? Как я вначале сейчас сказал, что вот сейчас, а тут идет, и они обыгрывают, и мы обыгрываем, мы проигрываем, они опять выигрывают. Ситуация то, что, как рад? Ну, рад то, что не уронил команду. Команда осталась в высшей лиге. Знаете, а какая задача была? С поднятой головой. И задачи не было. Когда ко мне Нурлов подошел, начал меня приглашать, ты, говорит, можешь и все. Я говорю, ну, я сколько там, очень много раз беседа очень большая была. Ты можешь и все. Я говорю, ну, сейчас я что, только как сделать, чтобы команда в первую лигу не упала, и все. Вот такая задача была. А если бы вы выиграли у Регара Тадаза, это было бы очень хорошо, и поднимались даже на 5-м На строчке. 6-е место. На 6-й На строчке, 7-е, где-то так. Ну, мы обошли ну, Регар. Да, обошли бы Регар. Вот, плюс-минус, ну, не знаем, как бы выиграли бы по поводу этого мячей забитых, пропущенных. Все же, у вас остается одна игра с Истиклолом. Есть какие-то там надежды? Тем более Истиклол борется за чемпионство. Естественно, будет тяжело. Надо еще... Будем, как говорится, настраиваться на Истиклол. Что делать? Как говорится, надежда умирает последней. Будем биться до конца. Как получится. Насколько я знаю, вы уже легионеров отпустили, да? Да, у них контракты закончились, легионеры все уехали. Мы будем играть своими силами. Вы же сказали, у меня 14 человек. Было игроков, 7 минус 7. Но сейчас с дублем игроков пригласили мы. Ага. Сейчас они тренируются? Да, тренируются с нами. Если руководство Хосилота вас отправляет в отставку, вы примете это нормально? Ну, почему нет? Почему нет? Если я сейчас слышал одним ухом, не знаю, вот, сейчас как все вот говорят, да, то, что лицензия ПРО. Да. Если это установят, то может меня не простит, я сам пойду, например. ПРО почему нету. Поэтому. А почему до сих пор у вас нет ПРО? Ну, потому что на эти курсы я не смог пойти по финансовым этим. По финансовым? Да, по финансовым. Вы же работали в многих клубах, в Равшане, в Хосилоте, в Регаре. Ну, там, извините, там не дают такими, как в Бундеслиге или в английской премьер-лиге. Зарплата такая. Не, я не имею исключительно вашу зарплату. Я имею в виду, что, может быть, посодействовали как-то эти руководства этих не клубов? посодействовали, никто не помог. Где бы я ни был, тоже в сборной был, что никто не посодействовал. И личные планы какие после завершения чемпионата уже? После Истиклола? Ну, сейчас у меня пока... Отдыхаем или дальше будем работать? Не, пока будем отдыхать. У меня другая сейчас цель, одна другая сейчас. Но это потом.
Сейчас не буду разглашать. Думаю, у вас все впереди, конечно. Желаем вам удачи, успехов. دوستان عزیز ارجمند یک صحبت داشتیم با سرمربی دسته حاصلات فرخور زینالدین رحیموف که از نام همه شما با اون کس برای تشریفشون برای حضورشون اظهار سپاس میگوییم. دوستان عزیز در همینجا برنامه ما به انجام میرسد. خیر.